QR-коды. Их можно встретить повсюду. На сайтах, на страницах учебников, на упаковках вещей, товаров, на кассе, да и во многих других местах. И сейчас они используются все чаще и чаще и становятся все более популярными. Впервые они были придуманы в 1994 году. Сканируя QR-код, вы можете получить доступ к любым данным мгновенно. Отсюда идет название Quick Response, что означает быстрый отклик. Они напоминают штрих-коды, только вместо вертикальных полос состоят из маленьких квадратиков. Также они позволяют сохранять больше данных и поддерживают более широкий набор символов. При этом их легко создавать. Для этого открываем Google и нажимаем на этот значок. Тут откроются дополнительные приложения Google. Нам нужен диск. Далее нажимаем «Создать» и «Загрузить файлы». Тут нам нужно загрузить документы, которые нам нужны. Например, вставка изображения. Вот. Нажимаем «Открыть». Как видите, оно уже загружается. И после того, как нужный нам документ загрузился, нажимаем на него правой кнопкой мыши, выбираем пункт «Получить ссылку» и обязательно нужно переключить доступ с ограниченного на доступный другим пользователям, иначе другие не смогут воспользоваться вашим QR-кодом. Далее копируем ссылку, нажимаем «Готово». Теперь переходим в другую вкладку, где в поисковик вводим QR-код Monkey. Выбираем вот этот сайт, который позволит нам создать QR-код. Дальше в эту строку мы вставляем ссылку, которую скопировали ранее. Теперь можно создать дизайн, к примеру, установить цвет. Это может быть один сплошной, либо цветовой градиент. К примеру, выберем тут фиолетовый, тут голубой и какой-то градиент. Также можно добавить логотип, выбрав какой-то из предложенных, либо загрузить свою. К примеру, этот. Дальше нажимаем «Создать», и здесь отобразится то, как будет выглядеть наш QR-код. Дальше нажимаем «Скачать в формате PNG». Готово. Открываем это. И все, наш QR-код готов. Можно воспользоваться кодом с помощью камеры, либо специального приложения. Переходим по ссылке. Вот наш документ открылся. Как видите, в создании QR-кода нет ничего сложного, и это займет всего пару минут. К тому же им смогут пользоваться как взрослые для выполнения своей работы, так и учащиеся для использования при обучении новые виды учебных поисково-познавательных заданий.